Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о темах к этому часу. Горный район готов к борьбе с лесными пожарами. Парашютисты авиалесохраны находятся в состоянии оперативной готовности. Глаголом «Жечь сердца людей» в Вилюйском районе отметили день рождения Александра Пушкина. В надвратной башне Якутска открылась выставка картин и фотографий известного писателя и драматурга Айсена Дайду. Расскажем подробнее. Более 2,5 миллионов человек было перевезено по льготным билетам на Дальний Восток и в Арктику в прошлом году. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Он отметил, что будет вестись работа по увеличению таких маршрутов. Ранее пресс-служба Минвостокразвития сообщала, что авиакомпания «Аэрофлот» увеличила количество билетов, которые доступны по плоским тарифам на Дальний Восток. Расширена география полетов с 5 до 9 регионов. Количество кресел на дальневосточных направлениях возросло на 4,5%. Якутские психологи оказывают поддержку не только своим бойцам, но и военнослужащим из других регионов России. По итогам за май специалистами было отработано 4400 новых и повторных обращений, проведено более 5000 индивидуальных и групповых психологических работ. Вся поддержка оказывается бесплатно и анонимно. Напомню, при психологическом центре Якутии работают круглосуточные номера доверия 8 800 135 50 для родителей и 8 800 2122 для детей. Записаться на прием к психологам можно по номеру 31 91 09. Работа Якутского республиканского психологического центра направлена на сохранение, восстановление и укрепление психологического здоровья участников специальной военной операции, членов их семей. Ведется по поручению главы Якутии Айсена Николаева под личной координацией заместителя председателя правительства Якутии Ольги Балабкиной. В адрес всего правительства Якутии и психологов Якутского республиканского психологического центра продолжают поступать слова благодарности от бойцов со всей республики и из других регионов. В Горном Улусе продолжается работа по предупреждению лесных пожаров. Районное отделение авиалесохраны и лесное хозяйство в плановом порядке проводит мониторинг для предотвращения возникновения пожаров. В эти дни в основном используется самолет Ан-2, который осуществляет облет по специальному графику для наблюдения с воздуха. В это время на базе авиалесохраны 8 парашютистов находятся в состоянии оперативной готовности для десантирования в район возникновения возгорания. У нас Бердистяхское отделение, получается, у нас 2 маршрута. Один, получается, 2-часовой. Это вот, соответственно, залетаем с Бердистяха и вот направляемся в сторону Салавана, Кептин, Ортосурт и со стороны Асымы обратно взлетаем, приземляемся. А второй, получается, у нас полный маршрут 3-часовой. Это уже включается там Магарас, вот, ну, все населенные пункты горного района. И это составляет по времени 3 часа. Уборка и озеленение дворов территории улиц Якутска в рамках субботников продолжается. Так, в Гагаринском округе жители совместно с управой убирают мусор и старую растительность. Где необходимо, жители домов сами привозят новую плодородную почву для высадки деревьев. Уборка проходит и в прилегающих к жилым домам территориям, а в организациях облагораживают свои участки не только деревьями, но и цветами. Всего с начала апреля в Гагаринском округе провели более 60 субботников с участием 900 человек. Вывезено и собрано более 800 мешков с мусором. Хочу сказать, что у нас очень активные люди, помогают управляющие компании, управа, организации. Этот процесс, он идет постоянный, потому что мы, люди, всегда какую-то жизнедеятельность ведем. И, соответственно, ну, бывает и мусор, бывает и детские моменты. Да? Но вообще мы проводим субботники фактически, начиная с апреля по сентябрь, практически каждую неделю. Такая вот большая работа проведена для того, чтобы наши ворота Якутска, как мы называем Гагаринский округ, да, были чистыми, чтобы жители жили именно в хороших условиях. Ну и, конечно, готовились к лету. А в День эколога в России в Уснере был организован субботник по уборке прилегающих территорий с участием предприятий и организаций поселка. На месте работы побывали наши омиконские коллеги. В окрестностях Уснеры несколько природных зон, куда жители выезжают отдохнуть на свежем воздухе, пофотографироваться, показать детям красоту природы. Поэтому сегодня было решено навести порядок именно в зонах отдыха населения. В эту акцию, можно сказать, приняли участие наши большие крупные организации. Активность очень большая, хорошая, можно даже сказать. В принципе, мы довольны.
Это получается, мы убрали 3 точки на зоне отдыха, зона Аманалки, зона за Восточное кафе, где у нас обустроен памятник, и по прилегающей территории берега нашей реки Индигирка. Здесь многие уснерцы празднуют дни рождения на природе. Можно посидеть подольше и никого не беспокоить, поиграть в волейбол, спеть песню у костра. Стараются не оставлять следов своего пребывания, но далеко не все. Рейды «Чистый лес» у нас проходят в летний период времени примерно 2-3 раза мы выезжаем в лес убирать мусор, потому что у нас граждане, которые очень любят отдыхать, очень много за собой оставляют мусора. Хотелось бы к гражданам обратиться, чтобы они за собой убирали мусор или хотя бы до мусорного бака доносили. Берег реки Индигирки даже без обустроенной набережной остается привлекательным для жителей и гостей поселка. Народ у нас очень любит гулять по берегу Индигирки. Некоторые рыбачат. В будущем хотелось бы, чтобы обустроили здесь набережную. Тогда и народ еще больше подтянется. И красиво будет, наверное, и мусорить не будут. В целом субботник прошел организованно. Хотелось бы, чтобы жители все же более активно наводили порядок в своем поселке и менее активно разбрасывали мусор. Согласитесь, намного приятнее, когда вокруг чисто. Светлана Поцелуева, Андрей Неустроев, Уснера. Республиканский этап конкурса «Воспитатель года» подошел к концу. Профессиональное мастерство показали 27 педагогов из разных уголков республики. Лауреатами стали 15 воспитателей. Почетное звание финалиста присудили 5 конкурсантам. Победу и право называться лучшим воспитателем Якутии завоевала Виктория Заболотняя из Вилюйского района. Она же будет отстаивать честь республики на всероссийском уровне. Поселок Пеледуй. Конкурс прошел просто волшебно и удивительно. Я никогда не участвовала в подобных конкурсах, и он меня действительно поразил. Поразил участниками, потому что каждая из участниц, каждый из участников был просто невероятный профи. Я даже не могу подобрать слов, насколько они много знают, умеют и с какой любовью они все это делают. В молодежной библиотеке Вилюйска состоялась праздничная программа, посвященная Дню русского языка. Мероприятие собрало поклонников творчества Пушкина всех возрастов. Гостей ждала насыщенная программа, где участники читали любимые стихотворения классика и делились историями о значении его творчества в своей жизни. Каждый мог попробовать воспроизвести строки пушкинских произведений пером и чернилами, как это делали в XIX веке. Ну а костюмированный конкурс «Я в образе Пушкина» позволил участникам перевоплотиться в великого поэта или героев его произведений. Ежегодно наша программа расширяется, мы проводим различные конкурсы. Нынче провели конкурс «Почерк как история», это на умение писать красиво, конкурс каллиграфии, а также дети сами по желанию прочли его стихотворения, много было пожеланий. Первый фестиваль, посвященный народному поэту Ивану Мигалкину, собрал творческих людей со всех уголков республики. Иван Мигалкин – автор около 70 книг, в том числе он известен как детский писатель. Вдохновителем фестиваля стала Галина Басылайканова. Мероприятие организовали с целью популяризации творческой работы видного литературного деятеля. В связи с 70-летием Ивана Васильевича Мигалкина здесь 3 дня проводили мероприятия, посвященные 70-летию. Да? И там, конечно, на третий день провели круглый стол, и там зародилась эта идея, да, чтобы провести прекрасное лето Мигалкина, Мигалкин Самансайна. И сегодня, как видите, на прекрасном месте собрались 140 приблизительно людей, которые близки к поэзии, к прозе, да. Так. В надвратной башне Якутска открылась выставка картин и фотографий известного писателя и драматурга Айсена Дайду. Организаторы выставки собрали лишь небольшую частичку наследия в память об уникальном человеке. На выставке побывал мой коллега Александр Хавренко.
Первый этаж надвратной башни занимают картины и наброски, сделанные рукой Айсена Дайду. Каждая работа наполнена смыслами, которые будут разгадывать посетители выставки. На каждой картине есть какая-то история, которую автор рассказывает через цвет, линии и узоры. Мы нашли работы, которые он оставил дома, и предоставили людям вот для просмотра. Плюс те работы, которые он дарил своим друзьям, они тоже любезно оформили и сегодня предоставили. Вот. Наши люди бесценны, поэтому мир должен знать наших людей. И мы для этого стараемся и будем дальше проводить выставки. Второй этаж экспозиции посвящен фотографии. С ранних лет Айсен был на «ты» с фотоаппаратом, снимал все, что попадало в объектив. Портреты, деревенские, городские пейзажи и, конечно же, фотографировал друзей, которые всегда его окружали. Вот мы начали обрабатывать его негативы, а негативов у него километры. То есть там есть все. И становление Черкесского музея, потому что отец его создавал, он был помощником. Становление Сотенцем, это государственный музей-заповедник «Дружба». Огромное количество фотографий, связанных с артефактами. Это те артефакты, которые приносили местное население, как раз наполняли музейную композицию, да, музейные фонды. И очень самое интересное, что он всегда, как все-таки он кинематографист, он относился к этому, к своим фотографиям, как художественное фото. На выставку с удовольствием приходят родные и близкие Айсена Дайду и, конечно же, многочисленные друзья, с которыми Айсен Дмитриевич общался, вместе что-то задумывал, что-то творил. Одна из них поэт и писатель Алла Абрамова. И у меня до сих пор такое ощущение, когда он ушел, потерялось и ушло что-то самое необыкновенное. Потому что человек чистых помыслов, который очень любил город, как мы все. Человек должен оставлять после себя след. И вот Айсен оставил после себя шикарнейший след, шлейф драматургии, в киноиндустрии, в поэзии и даже, скажем, вот как художник. Организаторы выставки надеются, что, увидев мир глазами Айсена Дайду, каждый посетитель унесет с собой частичку душевного тепла, которым так щедро одаривал всех вокруг Айсен Дайду на протяжении всей своей жизни. Александр Хавренко, Аэлита Махно, Якутск. А на этом пока все. До встречи в итоговом выпуске новостей.